Парламент Абхазии во втором чтении одобрил поправки в жилищное законодательство, которые запрещают перевод жилых помещений в нежилые в сельской местности. О целях и последствиях этих законодательных изменений узнаем у депутата парламента Абхазии Дмитрия Маршаня. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день, Билл. Итак, Дмитрий, в чем основная суть принятых поправок? Почему был выбран именно такой подход, практически полный запрет на расселение жилых домов в селах? Добрый день, Билл, еще раз. Ну, не совсем так. Это не имеется в виду села, это имеется в виду вообще, значит, все жилые помещения, значит, за исключением многоквартирных домов первых этажей значит, в городах. Угу. Мне показалось, был акцент все-таки на сельскую местность. На сельскую, ну, вообще с чем связано принятие данной нормы? Связано с тем, что, значит, не регулируется жилищным кодексом. У нас кодекс еще действует, жилищный кодекс Советского Союза до сих пор, так как жилищный кодекс у нас свой не принят. И, значит, перевод вообще из жилого в нежилое, оно не регулируется данным кодексом. В связи с чем есть много случаев, когда переводятся, значит, жилые дома, переводятся в нежилые, значит, под разными аргументами и так далее, и продаются просто, значит, иностранным гражданам. По сути, это был обход законодательства по продаже недвижимости. Мы знаем то, что жилую недвижимость невозможно купить иностранному гражданину, такая норма существует в Гражданском кодексе, и, по сути, это был обход закона. Вот. Но эта норма, значит, она действует на квартирных домах, где бы они находились, первый этаж возможно переводить. И то же самое, если вот в городской черте, там, если там, допустим, двухэтажный дом, тоже первый этаж возможен к переводу. Угу. Вот. Почему-то мне действительно показалось, что там упор был на село все-таки. Ну, есть у нас вообще, честно говоря, есть практика, и к нам очень часто обращались, как бы и мы знаем то, что практика, значит, именно вот в селах, ну и во всех селах, особенно, значит, прибрежных, которые, значит, ну, есть спрос, так скажем, и у иностранных граждан на покупку, и поэтому, как бы, такая, ну, на сегодняшний день это не регулировалось ни одной нормой. Главы, значит, районов, они сами своими, значит, положениями, внутренними нормативными актами, они регулировали эту сферу. Бывало такое, сейчас не буду называть район, но бывало такое, что на квартирных домах там вторые, третий, четвертый этажи, они переводились в нежилые, значит, помещения, что, ну, мы сами понимаем, является абсурдом, потому что многоквартирный дом, он на то и многоквартирный, что это, как бы, он жилой, он не может являться, да. Первые этажи мы знаем, и мы эту норму оставили, они всегда используются в коммерческих целях, там и рестораны бывают, и салоны красоты, ну и многое другое, с целью извлечения коммерческой прибыли, но высшие этажи, они должны оставаться в жилом фонде. Такие тоже нормы были. И поэтому мы, значит, установили эту норму в законе, чтобы она регулировалась. Потому что на сегодня, до принятия этого, значит, закона, эта норма ничем не регулировалась. И в жилищном кодексе, значит, Советского Союза, который действует у нас до сих пор, здесь в этом смысле был пробел. Там было, значит, должна была идти особая, ну, инструкция с Советом Министров, которой не было. И поэтому могу сказать, вот только Гааговская администрация, когда к ним обращались, значит, граждане с заявлениями о переводе с жилой в нежилую недвижимость, они передавали в Кабмин. Остальные районы решали, да, на свое, так скажем, да, создавали какие-то акты нормативные, исходя из которых принимали решения. А кто инициировал вот принятие такой поправки? Инициировал, ну, 4 депутата парламента: Гогия Дыму Русланович, Ашу Балаша Нукзарович, Бебия Винор Яковлевич и вот я в числе. Дмитрий, вот как я поняла, закон направлен против той практики, когда собственники жилья переводят свое жилье в нежилое помещение с целью продажи. А не могли бы вы раскрыть глубже эту проблему? Как-то уже ее коснулись. Подробнее, насколько массовым было вообще это явление? Когда... Могу сказать, только за 25-й год, только вот в нескольких районах Восточной Абхазии около 100, значит, было переводов, заявлений. Вот это только вот по нескольким районам, только около 100. Это, ну, не маленькая, не малая цифра. Я думаю, поэтому. Если взять, посмотреть,
значит, и как используются эти помещения, то, наверное, не совсем используются, я так думаю, предполагаю, так как, значит, было в заявлениях написано, наверное, мне так кажется. И как бы это давно вопрос витал, мы его изучали, смотрели. А как происходит? Вот, допустим, они Статистику. продают как нежилое помещение, Ну, у нас а потом нету- дальше используется как жилое в итоге, Ну, получается. конечно. Не, у нас нет ограничений. Значит, у иностранных граждан нет на сегодняшний день ограничений на покупку нежилой недвижимости. Значит, любой гражданин, ну, вот иностранный гражданин может приобрести гостиницу, может приобрести там помещение какое-то коммерческое, проблем нету. У нас ограничения именно на покупку жилой недвижимости. Мы же давно об этом говорим, Да. правильно ж? И поэтому как можно обойти закон? Перевести, ну, вот, дом, который, да, там, еще с советского времени построен, допустим, жилой дом, он всеми обладает функциями, значит, жилого помещения, он просто переводится в нежилое, по сути, являясь по своему предназначению жилым домом, он переводится, значит, в нежилое помещение и просто как бы... Вот, А раньше, Можем. вот вы дали как бы статистику за 1 год, а раньше вот вы Ну, были имеете да. понимание, Мы имели. насколько распространено ну, и это это было? распространено, да. То есть Распространено. А тенденция какая? Ну, тенденция последняя, ну, мы смотрим, чем как бы популярность больше, мы же видим то, что много желающих приобретать недвижимость в Абхазии, жилую, и многим это ограничение нравится. И чем более популярно, чем дороже стоит, тем более, значит, чем спроса больше, тем и предложений. Да, это же экономическая теория, когда есть спрос, всегда есть, да, когда есть предложение, всегда есть спрос. То есть вы практически не оставили лазеек для таких Ну, случаев? можно всегда, какие-то нормы всегда можно обходить, я не знаю... Если ну, ты слишком Да, предприимчивый. если слишком предприимчивый, но основная вот на сегодняшний день, я не знаю, может, через какое-то время опять появится какая-то практика там, обхода. Но на сегодняшний день это самая, значит, практика была распространенная, самая доступная, самая легкая, потому что она не регулировалась законодательством. И самый такой, условно говоря, легкий законный обход этой нормы был просто перевода из нежилого, то есть из жилого в нежилое. И поэтому пользовались ей. Возможно, через какое-то время, ну, закон, он же, это же вообще все это, как бы, можно сказать, это живой организм. Поэтому всегда нужно смотреть, отслеживать, там, если какие-то появятся новые, да, случаи, практика новая появится, нужно ее тоже ограничивать. А может возникнуть как бы вторая сторона вот этой медали, да, когда решение, ну, когда закон, допустим, оставляет возможность для перевода там в нежилые помещения, но вот не сделано там, простите, не сделано там разграничение все-таки город-село. Вы не сделали, потому что село для Абхазии, как бы вы знаете, Конечно. такое сакральное значение имеет в некотором смысле. И вы сделали вот этот момент, когда именно в селе этот момент более, скажем так, ну, тщательнее, аккуратнее отслеживается. Ну да. Ну, смотрите, для многоквартирных домов, где бы они находились, у нас есть и в селах есть многоквартирные дома, для них, значит, норма, она действует и для города, и для села. Действуют, значит, первые этажи, они доступны, значит, по обращению местного органа власти, они доступны к переводу. Что касается жилых двухэтажных домов, ну, мы знаем, в городе чуть-чуть специфика другая, практика другая. Часто на первых этажах в городе там люди какие-то коммерческие, значит, открывают. В этом плане мы дали возможность на первых этажах даже двухэтажных домов собственных, возможность перевода. В селах этой возможности как бы мы не дали. Потому что опять будет практика, когда будут переводить первый этаж там, и под видом нежилой недвижимости продавать. И... А вот интересно, вот такой момент, не будет ли, допустим, в какой-то мере, вот я говорила о другой стороне медали, когда действительно человек хочет перевести, открыть свое предприятие, не будет ли, не ущемляет ли этот закон вообще права собственника? Нет, почему? Предприятие, ну как вы же, это жилой дом. Как предприятие в жилом доме открыть, ну есть каждая недвижимость, квартира, она... например. Ну, квартиру можно. Нет, на первом этаже можно. Мы же эту норму оставили.
в многоквартирных домах на первом этаже возможно перевести. Мы же видим, и в советское время это было, когда были рестораны, когда были там парикмахерские какие-то. Это возможность мы оставили, у нас же не полностью запрет перевода. Именно запрет, что касается многоквартирных домов выше второго и выше этажей запрет. И что касается, значит, вот этого. Ну, пишете в законе о том, да, что решение о переводе в исключительных случаях будет принимать местный орган госуправления. Да. Какие критерии будут использоваться для оценки этих исключительных случаев? Планируется ли разработка четкого регламента? Да, исключительно это тоже касается для первых этажей. Исключительный случай это перевод первых. То, что выше первого этажа, оно запрещено. Да. Ну, исключительный, смотря там будут какие-то, наверное, нормативные внутренние акты. Там, я, в принципе, не вижу ничего плохого, если соседи, значит, есть же, там, если соседи не против, там, перевода, да, кто живет выше этажами, если там, ну, какое-то согласование есть же, какой-то порядок, процедура, она есть. И если эту процедуру, значит, заявитель, он прошел, зачем ограничивать его на первом этаже, допустим, переводить что-то? Ну, пусть переводит. Если не против ни соседи, значит, там, и он что-то собирается. Но не важно ли разработать именно какой-то регламент? Нет, это регламент разрабатывают. Это уже парламент не может упорядочить все вообще как бы нормы, которые есть. Есть закон, всегда с закона, всегда идут подзаконные акты. Невозможно в законе все прописать. И это было бы неправильно. Мы дали норму, значит, по этой норме местные органы власти имеют возможность, значит, разработать те нормативы, которые будут, чтобы закон их регулировал. Вот. Этим занимаются местные депутаты? Этим занимается администрация на основе там положения они могут сделать. Нет, местные депутаты не занимаются, там глава района, города имеет возможность это сделать. Но они уже есть, в принципе. Перевод. И так постоянно с заявлениями обращаются жители. Поэтому есть просто мы ограничили выше первого этажа перевод, по сути. Все, только первый этаж можно перевести, дальше переводить нельзя. Поэтому... вот эти ограничения, которые местные власти указывают, они совпадают по районам? Это что вы имеете в виду? Ну, допустим, Гагарский район, у них один регламент, в Гудаутском другой регламент, сейчас, в Ачимчирском сейчас третий. Так и было, по сути, да. Сейчас так и было в рамках вот этой, значит, неурегулированности, вот когда какой-то пробел в законодательстве был. Я же говорю то, что, значит, когда заявители обращались в Гагарскую администрацию, у них, значит, практика такая повелась, что они обращались в кабинет министров. Гагарская администрация и кабинет министров давал, значит, разрешение на перевод. Другие администрации своими, значит, нормативными актами они это регулировали вот, внутри у себя в администрации. Поэтому эта норма, она не регулировалась. Исходя из этого, парламент принял решение о том, чтобы выше первых этажей невозможно было переводить жилую недвижимость в нежилую. И в рамках вот этой, значит, возможности перевода первых этажей администрации, они уже имеют. В каждой администрации есть какие-то постановления, положения, есть комиссии и так далее. Они просто будут разработать, какие, значит, я думаю, что плюс-минус у всех районных администраций будет один критерий, одна там, я не думаю, что будет там. Да. В рамках закона все равно мы должны действовать. Поэтому в законе все четко расписано. А на что вы рассчитываете вот в долгосрочной перспективе? Я сейчас говорю о депутатах. Да. Как, по вашему мнению, этот закон изменит ситуацию с жильем и с землей, в городах? С землей никак не изменит. С жильем в городах и районах, и в селах. Как изменит? С землей не изменит, потому мы же говорим о существовании. Вот просто хотел бы сказать, потому что если кто-то ко мне тоже часто обращается, это касается существующего жилого фонда. Это не касается того фонда, который будет вновь возведен, потому что там, когда фонд новый возводится жилой, мы сами указываем, какое назначение, жилое, нежилое. Это касается именно того фонда, который существует сегодня. Это не касается того фонда, который, значит, будет завтра строиться, послезавтра, потому что раз ты строишь некоммерческое, какие-то, значит, помещения, ты изначально указываешь, и, значит, у тебя никаких проблем нету. Это касается именно тех жилых многоквартирных домов, жилых домов, которые сегодня уже построены, сегодня мы имеем, да, в основном это все у нас наследие, значит, Советского Союза, 90% жилого фонда, это у нас
то, что мы, значит, построили при, значит, Советском Союзе. Вот это касается этого, что просто, ну, такой путаницы, можно сказать, не было, вот так. Ну, вроде бы мы поговорили с разных точек зрения, с разных ракурсов, посмотрели вот этот ваш закон, эти поправки. Вот. Мы знаем, что прошло заседание парламента, и хотелось, и как раз был принят в первом чтении бюджет. Мне вот хотелось бы понимать, как обсуждался бюджет, какое впечатление он произвел на парламентариев, может быть, какие-то обсуждения были, на чем акцентировали свое внимание депутаты. Да, спасибо. Ну, в принципе, бюджет у нас всегда бурно обсуждается. Да, главный финансовый документ страны, где заложены все основные показатели экономические, поэтому он всегда, бюджет, пристальное, значит, внимание всегда к нему. Ну, хочется сказать, что структура бюджета, конечно, она не изменилась. Вот за то время, и пока я являюсь депутатом 7-го созыва, и до этого, конечно, структура бюджета, она плюс-минус всегда одинаковая. Ну, я озвучивал, да, но это, конечно, одна из проблем, что у нас большие средства, значит, конечно, уходят на обслуживание госаппарата. Там, значит, и много бюджетников у нас, да, чиновников. К сожалению, не всегда есть возможность направить средства бюджета в те отрасли, на те направления, где ты можешь какое-то развитие ожидать через определенное время, создание новых рабочих мест, новой налогооблагаемой базы какой-то. К сожалению, вот, ну, я что могу выделить? Какая цифра вас смутила? Нет, дело не в цифре. Быть, вообще просто это всегда из года в год, там, ну, как бы много уходит средств. Ну, это тоже у нас, как, к сожалению, такая вот практика сложилась давно, не сегодня, не вчера, уже практически все послевоенное время у нас такая практика, от нее нужно, конечно, уходить. Ну, из тех средств, которые идут на развитие, это, конечно, прежде всего, значит, малое и среднее предпринимательство программа, программа по сельскому хозяйству, кстати, она увеличена, 500 миллионов уже в этом году. На эту сумму могут рассчитывать наши сельчане. Конечно, это будет большим подспорьем, но тоже есть вопросы, конечно, какие основные, я вот тоже говорил на сессии, какие основные, должен быть понятный как начало, конец, вся эта программа, потому что, да, сегодня сельчанин, он вырастил, да, там, значит, приобрели там саженцы ему, он вырастил там продукт и так далее, какой потом доступ у него в дальнейшем будет, как он сможет выйти на... Это же тоже вопросы, они все смежные, нельзя как бы все друг от друга автономно, ничего не происходит, и поэтому, конечно, все эти вещи государство должно предусмотреть, да, и выход на рынок потом впоследствии того же крестьянина, который вырастил продукт. Ну, к сожалению, пока этого не видим, и такой программы, не только касаемо сельского хозяйства, вообще других направлений экономики и так далее. Там вот должны быть конкретные цели, задачи. Конечно, вообще к нам нужно приходить к тому, что не годичный бюджет у нас должен быть, а вот расписан должен быть на 3 года, 3-годичный бюджет. Там в конце года мы всегда можем делать поправки. Это более такое масштабное планирование. Ты уже можешь понимать какие-то фундаментальные вещи, которые ты можешь на будущее закладывать. И, конечно, я думаю, что, ну, это уже нужно все законодательство менять, конечно, если к этому приходить. Но мне кажется, мы должны к этому стараться, к этому идти, потому что, ну, в рамках 1 года мы просто, как, так скажем, по-простому затыкаем дыры, латаем дыры, каких-то масштабных вещей мы предусмотреть не можем в рамках такого бюджета. А нам нужно все равно, да, должен быть, наверное, большой план какой-то, да, социально-экономического развития Абхазии, там, на 10, на 15 лет. Какие показатели мы ждем через там, год, через 5, через 10, через 15. Исходя из этих показателей, мы должны уже планировать бюджет и закладывать те направления, которые в будущем могут дать, значит, какой-то эффект. Ну, к сожалению, опять-таки, по сложившейся практике у нас все по-другому. Вот. Так что хотелось бы, конечно, да, чтобы в таком ключе, значит, все и было. Дмитрий, какие еще вопросы обсуждали депутаты? Я понимаю, что, видимо, вот содержание там чиновничного и госаппарата, это вызвало наверняка какую-то дискуссию, но, может быть, были еще вещи, которые как-то привлекли интерес парламентариев? Ну да, много вещей, конечно. Там 200 миллионов заложено дотации, субсидий Черноморэнерго. Мы хотели
как бы были вопросы, хотели, значит, уточнить у Минфина, на какие, значит, цели эти средства собираются расходовать. Там, если не ошибаюсь, 6 или 7 программ Минздрава. Бюджет Минздрава тоже практически 1 миллиард 300 миллионов. Тоже вопросы были по Министерству здравоохранения. У меня был вопрос, вот, ну, у нас, все мы знаем, как-то иногда пытаемся скрывать, но проблема по наркозависимым. Вот такую идею предложили, значит, эту идею и Рашид Айба, значит, поднимал и Лаша Ашуба, спикер парламента. И вот я тоже сказал на сессии о том, что нужно сделать программу, значит, по наркозависимым, потому что это, мы знаем, что это существует большая проблема в нашем обществе, она такая социальная. Ну, и реабилитацию, да, лечение и так далее. И есть, значит, ну, какие-то наработки в этом плане. Вот поэтому мы постараемся в рамках, значит, чтения бюджета между первым и вторым чтением заложить эту программу, чтобы возможность была у наших граждан на территории Абхазии, значит, с этой болезнью, так скажем, бороться. Есть, значит, и врачи у нас с определенным опытом, которые, значит, готовы этим заниматься. Дмитрий, вы сказали, что мы хотим от Кабмина информацию вот по поводу финансовых средств, там, Черноморэнерго, куда они пойдут и так далее. Предоставляется такая информация? Да, конечно, по запросу, да. У нас, кстати, я хочу и поблагодарить руководство, значит, Министерства финансов в лице Саида Гурамовича Губаз. Мы можем где-то спорить на комитете, но это нормальная дискуссия, но в плане взаимодействия он находится на таком достаточно высоком уровне. Всегда, когда в Минфин есть обращение со стороны депутатов, всегда они реагируют. В этом плане большое им спасибо. Дмитрий, вы являетесь председателя Комитета по бюджету и кредитным организациям, налогам и финансам. Что сейчас разрабатывает ваш комитет? Может быть, ну, как бы вы сказали о своем там проекте, да, лечения наркозависимых, это больше выделение, да, это больше социально. Над чем сейчас работает ваш комитет? У нас много, значит, вопросов лежит. Там есть более закон, горящие. Да, есть закон о Национальном банке, у нас лежит, там есть изменения. Есть, значит, мы как раз обсуждали недавно с Министерством по налогам и сборам, обсуждали, значит, внедрение контрольно-кассовых машин, потому что, вы знаете, тема давно стоит. Мы приняли в прошлом году упрощенную систему налогообложения, и поэтому вместе с ней должны идти, значит, внедрение контрольно-кассовых машин. Значит, министр нас уведомил о том, что в 2026 году вот начнется вот такой как бы пилотный проект. Он будет идти там несколько лет по внедрению контрольно-кассовых машин, значит, нашим предпринимателям. Потом у нас центр обработки данных, значит, уже к следующему году будет готов, где Министерство по налогам и сборам может хранить, значит, информацию всю. Потом, да, у нас есть вопрос вот по спецналогу. Конечно, уже время прошло, когда спецналог, он уже должен в другую, значит, форму трансформироваться, потому что мы знаем то, что это так или иначе он полностью не регулирует и не дает нормально, эффективно администрировать, значит, налоговым органам. Поэтому у нас есть некоторые наметки на этот счет. Мы хотим сделать патент и заменить, значит, спецналог заменить патентом. Да, и часть, и в этом плане мы рассчитываем, что, значит, увеличится бюджет, поступления увеличится после этого. Ну, многие вещи, о которых вы сейчас говорите, действительно уже какое-то продолжительное время на слуху. Да. Вот те же кассовые аппараты, например. Да. Вот была речь, что вот-вот все это как бы... В чем проблема? Вроде есть и интернет, и да. электричество сейчас стабильное. Да. Но, вы знаете, много проблем. Одно дело, кассовые аппараты, во-первых, они, это не дешевое удовольствие, там, они стоят от 15 там, до 20, до 25 тысяч. И вообще, как бы, налоговая... Хотя мы, допустим, предлагали, можно было за счет предпринимателей установить, но наши налоговики видят так, что, значит, они сами хотели им установить эти контрольно-кассовые машины. Потом, помимо контрольно-кассовых машин, нужен центр обработки данных.
они же автономны, где постоянно, значит, информация этого контрольно-кассового аппарата, она поступает на общий центр, где они могут администрировать. Черноморэнерго что-то наподобие сделали, Черноморэнерго сделал, это у них. Это у них, да. Ну, поэтому, возможно, быстро возможно, это я же говорю то, что контрольно-кассовые машины, значит, это привязка, Дмитрий. значит. Да. Да, привязка к приложению должен быть продукт, значит, и контрольно-кассовые машины тогда уже смогут заработать. Будем следить, как будет развиваться событие. Спасибо вам большое. Я напомню, что о сути и целях поправок в законодательные акты, запрещающих перевод жилых домов и жилых помещений в нежилые, принятых парламентом Абхазии, рассказал депутат парламента Абхазии Дмитрий Маршаня. Говорили мы также о бюджете, о том, как в парламенте его обсуждали. Спасибо.